Приветствую вас, дорогие друзья! Мы снова с вами на проспекте Весна. Есть совершенно обоснованное мнение психологов о том, что человек не просто так питает страсть к какому-либо животному, будь то собака, кошка или лошадь. Выбор его в качестве домашнего питомца напрямую зависит от личности хозяева, от его психологических качеств. Так, например, дамы, заводящие в доме кошку, весьма органично сочетают в себе лучшие качества обоих полов: женственность и решительность, нежность и строгость. Они целеустремленные, настойчивые, работоспособные и всегда помнят, что они женщины, а не бабы. Ну а дети в большинстве своем любят кошек, потому что она ассоциируется у них с мамой, такая же мягкая, ласковая и теплая. А если мужчине нравится кошка, это говорит о том, что у него достаточно спокойный характер, и он признает право женщин на ее самореализацию и самостоятельность. И я думаю, что с этими словами согласятся мои сегодняшние гости. И я рада представить вам Степана и Владимира Иноземцевых, а также Любовь Васильеву. Семья Иноземцевых у нас пришла с кошечкой Люсей, она сейчас сидит в палатке с ее детками. И Любовь Васильева у нас пришла с котом Алмазом. Здравствуйте, дорогие гости. Первый вопрос у меня к вам, Владимир и Степан. Да? В чем оригинальность вашей кошечки Люси? Потому что я пригласила сегодня вас не просто так, а чтобы продемонстрировать нашим телезрителям нестандартность породы кошек. Ну, основной момент оригинальности нашей породы манчкин – это короткие передние конечности, коротколапая порода, так называемая. Такса. Как Кошка такса, такса, да. Ага, а можно, да, вот показать, Степан, вот какие вот у кошечки коротенькие лапки? Ну, тут не сильно видно, да? Только этим, да, вот отличается? Да, основной момент – это вот как раз ген коротколапости, он присущ, передается из поколения в поколение, независимо от того, с какими породами скрещивают. Вот манчкин, он является отправной точкой для многих других пород, вот, и там полет человеческой фантазии, в общем-то, не ограничен. А вообще порода, откуда она пошла, вот как она появилась в нашей стране? Это не российская же порода, да? Ну, тут очень трудно сказать. Впервые как бы зафиксирована такая кошечка была в Соединенных Штатах Америки в 80-х годах. Вот, и когда ее нашли, сначала подумали, что она просто дефектная кошечка. И очень удивились, когда у нее появилось потомство тоже с короткими лапками. Да. Но считается, что именно США родина манчкинов. Вот, хотя по непроверенным данным, манчкины были и на территории России, в частности, вот до войны в Сталинграде тоже видели таких. Интересная кошек. информация. Любовь, а в чем вот отличие вашего алмаза от других вот пород кошек? Да, ну тоже начнем с внешних характеристик. Это у нас хвост, видите, короткий, он изогнутый. И у них конечности длинные, особенно задние ноги, да, чтобы можно было прыгать хорошо. А я вот знаю, что вот у некоторых вот диких животных, вот диких кошачьих, вот рысь, по-моему, да, у них тоже хвоста же нету. Именно для того, чтобы успешно лазить по деревьям, да? Для потому таких что вот это целей. вообще охотничья порода, да. Они произошли на Курильских островах. Они были дикими животными, вот, и сами добывали себе пищу. Вот, поэтому как бы такие неустойчивые, адекватные такие. Но я смотрю, алмаз очень спокойный такой, да? Или он немножко вот такой напряженный? Немножко в шоковом состоянии. Ну, конечно, он первый раз гостит в нашей студии, поэтому... На телевидении еще никогда не был. Ну, вот начинается его звездная жизнь. А вообще, почему вы выбрали изначально именно эти породы кошек? Почему не обычные британцы, может быть, да, там, или не мейн-куны? Ну, лично у нас была своя такая история. До этого я, честно говоря, особо как бы с кошками не имел общения, да. У меня супруга, она очень любила кошек, ну и любит. Вы поддержали ее желание, да? Нет, в определенный момент она просто завели мы кошку, которая благополучно была в подъезде подобрана нами. Ну и, в общем, оказалась довольно такая, хоть и дворовая, но очень умная. Вот. К сожалению, она у нас потерялась на даче, а ребенку нашему к тому времени уже было 4-5 годиков. И он захотел еще кошечку. Ну, а мне случайно в журнале попала статья про манчкинов, и я тогда сказал, давайте попробуем манчкинов. Тем более нам интересно даже стало в плане того, что они очень редкая порода, даже для России по всей... Не говоря уже о Якутии. Не говоря уже Вы, о кстати, Якутии. я знаю, что единственный, да, Да. у кого есть такая порода. Ну,
сейчас у нас Люся не впервые она нас родила. У нас сейчас не так уж сильно мы единственные. Так Ну, что Люсины дети теперь вот Да. живут в других семьях нашего Да, города, да? и города Но Ижевска. поскольку мы заговорили о детях, да, вопрос такой же у меня вот, от чего исходит цена породистого котенка? От чего это зависит? От породы, я не знаю. Да, конечно. Ну да, зависит от породы. В принципе, на любую породу складывается устойчивая, стабильная какая-то цена. Может быть плюс-минус в зависимости от того, какие там экстерьерные данные имеются вообще. Но вот по мачкинам, как я сказал, что их и даже по России не так много, у них вот устойчивая такая цена 25 тысяч. Чем реже порода, наверное, тем дороже, Ну, да? Да. Это так же, как и у собак, Да. по большому счету, да? А можно ли вот, Степан, вот отпустить котика, да, чтобы он походил и чтобы мы увидели, какие у него другие лапки? Он немножко боится и опять присел, и не очень видно, что лапы у него короче, чем должны быть. Надо его словить, Степан, а то он убежит, и потом вы его не найдете. Ага. А вот интересно, да, каким человеком нужно быть, чтобы завести вот такую породу, вот любовь вот? Вот именно если говорить об аптеллах, то как бы они по характеру очень дружелюбные, да, ну, как сказать, адекватные, да. Поэтому я думаю, что эта порода может подойти практически всем, кто любит животных. Вот. Поэтому и парам, и семейным, и одиноким людям будет хорошим другом. А вот я смотрю, вот алмаз достаточно такой крупный, да, вот сколько он весит и сколько они могут достигать в весе? Ну, они могут достигать до 8, наверное, даже килограммов. Но он весит у нас 6 килограммов сейчас. И да. это не предел, наверное. Это не, А не какой- предел, есть какой больше возраст даже. Да. у него? 4 года нам. 4 Он- года. Он уже нарядный такой, с галстучком, да? А Люся вот сколько весит, Владимир? Вот? Ну, Люся у нас кошка сама по себе порода это не крупная, и кошечка у нас тоже, она в районе 3 килограмм у нас весит. Вот. Но папа вот этих котят, то он покрупнее немножко, ну, потяжелее, естественно. будет. 4-5 килограмм, наверное, Да. Ну, примерно так. Ну, Люся сейчас 5 лет. да? 5 лет. Да. Ага. Это ее не первые роды, Это ее вторые. вторые роды. Да. Сейчас котята так хорошо так сосут мамочку, да? В каком возрасте можно отдавать уже котят другим хозяевам? Ну, мы думаем, то, что около 2 месяцев отдавать хозяинам мы уже продаем котят. То есть в 2-3 месяца они Да, уже готовы к Ну, уже переезду, да? готовы, да. После 2 месяцев, в принципе, после всех положенных прививок можно отдавать. Единственное, если вы собираетесь питомца отправлять куда-нибудь в поездку, то там дополнительно после вакцинации надо ему еще пройти реабилитационный период определенный, получить вид свидетельства Ага. на перевозку. Поэтому там немножко удлиняется Сдвигается, срок. Да. Ага. Ну и последний вопрос, очень коротко, да, Степан, ответь. Я вот узнала, да, перед эфиром, что кошек, оказывается, нельзя кормить молоком, да? Ну, да. Странно, да? Вот все всегда мы считали, что молоком можно, а оказывается, нельзя. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей программе, за то, что привели наших кошечек, ваших кошечек к нам на эфир, на наш проспект Весна. Дорогие друзья, сейчас я хочу вам объяснить, что несмотря на то, что кошки считаются домашними животными и большую часть времени они проводят внутри дома, внутри квартиры, не выходят из него, а делать прививки им нужно обязательно, ведь переносчиками инфекции могут быть и вы сами. Смотрим сюжет. Издавна принято считать, что кошки – это домашние животные, и они никогда не выходят за пределы квартиры. Из-за таких суждений и родился миф, что кошкам не нужно делать прививки, лишь тем, которые общаются с другими животными. Но на самом деле переносчиком инфекции могут быть не только животные, но и сами люди, которые контактируют с внешним миром. За 10 дней до вакцинации нужно обработать от глистов, от паразитов. Это для профилактики делается. А вакцинация, она идет где-то в 8-9 недель. Тут не в месяц, а тут в неделях считают. 8-9 недель. Вот время первой вакцинации котенка. И первая вакцина какая? Кальцифероз, ринотрахеид, панлейкопения. Вот эти вот болезни. Первичную вакцинацию сразу от 3 основных кошачьих болезней следует обязательно продублировать через 3-4 недели, чтобы закрепить эффект. После дубляжа, то есть ревакцинации, вы получили первую вакцину, через 3-4 недели получили ее же повторно, потом через 10 дней у вас заканчивается карантин, и с этого момента где-то через месяц можно получать вакцину от бешенства.
То есть животное уже будет старше 3 месяцев и нормально ее перенесет. Следующим шагом на пути к кошачьему здоровью будет повтор всех этих вакцин, когда животному исполнится ровно 1 год. Вначале профилактика от глистов, затем через 10-14 дней вакцина от ринотрахеита, панлейкопении и калицевирусной инфекции, а после, опять же выдержав паузу в 2-3 недели, сделайте прививку от бешенства. Можно ставить от грибковых заболеваний. Если животное вывозится куда-то, если оно ходит, например, в частном доме, оно бегает где-то по улице, лазит по заваленкам, то есть бывает в местах, недоступных для солнца, он может заразиться грибковыми инфекциями, микроспории, трихофитии. Это вот как раз кожаные, да? Лишай в простонародье. Прививку от грибковых заболеваний ставят обычно ближе к весне. И для профилактики ее также дублируют с промежутком в 10-14 дней. И совершенно не имеет значения, какая порода у вашего котенка. Шотландец он, мейн-кун или обычный дворовой. Все прививки ставятся по одной схеме всем котам. У нас, человек считает, что ты если дома, то все, там стеклянный колпак и дисбарьер существует, через который он там проходит, у них сразу ноги отмываются. Захожи нет, это же нереально. У нас и подъезды обсемененные, и коврики, которые мы ноги вытираем. А как вот можно заразить кота? Это воздушно-капельный путь передачи. Это же вирус. То есть можно принести на обуви, на одежде, да как угодно. А это для людей не опасно? Нет, у нас видовая невосприимчивость к этому, мы этим не болеем. Так же, как собаки. А вот глисты опасны для человека, причем кошачьи глисты обычно всегда передаются своему хозяину. Поэтому кошечку обязательно нужно глистогонить 4 раза в год, то есть раз в квартал. Некоторые котолюбители, как говорите, такие кота-мама и кота-папа, они еще и целуются с животными, а вот этого делать как раз нельзя. Потому что яйца гельминтов, они откладываются как раз на шерсть. И мы с шерстью это все можем заглатывать. Как себя обезопасить? То есть мыть руки и вести себя адекватно с животным. Нужно с ним, в общем-то, целоваться, да. Делать прививки котятам – это правильное решение. Это нужно для того, чтобы сохранить здоровье домашнего животного и предотвратить его от возможных болезней. Делая вакцинацию в возрасте 2 месяцев, а в дальнейшем каждый год, хозяин может быть спокойным и уверенным, что даже если кот будет общаться с другими животными, людьми или просто выходить на улицу поесть траву, он не подцепит никакую заразу или болезнь. А наша прогулка по проспекту Весна продолжается. Погода разгулялась на радость горожан. Можно больше времени проводить на свежем воздухе и даже вдоволь покататься на велосипедах. А как известно, велосипеды могут быть абсолютно разными. Стандартными, двухколесными и моноциклы с одним колесом. И даже без педалей. О последних мы поговорим чуть позже. А сейчас к телевизорам я приглашаю мужчин. И, возможно, следующий сюжет вдохновит их к рукоделию. Александр, или Вада, как его чаще называют друзья, с самого детства не очень жаловал автомобили. И еще он убеждает, что особые отношения с велосипедами у него сложились из-за нелюбви к общественному транспорту. А 4 года назад он прочитал статью о клубе «Растабайк». Расшифровывается это слово как «Российская ассоциация самодельных транспортных аппаратов байков». На страничке этого клуба выложена масса фотографий самодельных велосипедов, и наш герой загорелся смастерить что-то подобное. Это вот тот, который в ВАДО. Сколько времени ушло вообще, с чего вы его сделали? Около 4 месяцев из обычного железа, с которого делают ограды. Колеса под заказ собирались. В принципе, все остальные детали покупались по возможности в разных интернет-магазинах, в мастерской «Старк» здесь, в Якутске. Руль первого самодельного велосипеда создавался из мебельной стойки. Это готовая гнутая конструкция, которая обычно используется для торговой подставки.
Рама варилась из железа и загибалась из рядом находящихся тяжелых вещей. Работа второго аппарата заняла около 2 месяцев, но вначале Александр почти 3 года собирал материал и комплектующие. Основная конструкция рамы сварена из нержавеющих труб, которые используются для подвесных дверей в торговых центрах. Ну, плюс на вилке вот и впереди более крупные трубы, это перила. Тоже в торговых центрах. Руль взят от мотороллера. Сиденье создавал сам полностью. У моего основа сделана из кресла пилота с самолета Ан-2. А задние просто выгнуто клееные, мебельные. Чоппер на данный момент в Якутске считается самым тяжеловесным аппаратом. Он может выдержать порядка 180 килограмм, а сам весит всего 40. Колеса собирал сам специально, то есть обода с одних стран, втулки с других. Покрышки сзади стоит от фатбайка, это для езды по снегу и песку. А на переднем покрышка взята от круизера моей жены. Просто ей купили новую резину, а эту я поставил сюда. Ну, поэтому такой забавный цветочный рисунок. На чоппере, конечно, в горы не уедешь, зато дорогу он держит ровно. А сколько восторгов каждый раз слышит свой адрес Александр. И в довесок абсолютно всегда ему задают один и тот же вопрос. Почему двигатель не поставил? Но на это высказывание мы уже дали ответ в начале сюжета. Ну, для меня это удобно, во-первых. Во-вторых, скажем так, позволяет увереннее себя чувствовать на дороге. Потому что водители тоже видят, что это крупный транспорт уже и более серьезно реагируют. Александр планирует немного апгрейдить свой чоппер, установить электрику для освещения, чтобы аппарат был более заметным в темное время суток. А в будущем наш герой мечтает смастерить своими руками трайк и легерат. Тогда уж точно воскликов при виде таких велосипедов в нашем городе будет намного больше. Александр, ждем ваши аппараты. В последнее время в парках и на улицах города можно чаще увидеть странное транспортное средство, на котором с восторгом катаются дети. Беговел или велокат пришел к нам из Европы, где родители покупают его вместо традиционного трехколесного друга. Но зачем покупать именно такой велосипед? На этот вопрос нам сегодня ответит Анна Белобородова, заместитель председателя Федерации велосипедного спорта Якутии по детским велогонкам. Анна, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот насколько такой велосипед может заменить трехколесного друга, на котором мы катались в детстве? Более чем полностью. В чем преимущество такого велосипеда? Преимущество в том, что он, во-первых, легче. Во-вторых, он компактнее, да, то есть его можно сложить, руль завернуть, там в уголочек поставить. Не занимает много места в доме, да? Да, не занимает много места в доме, в машине. Его можно вот за счет веса нести на руках очень легко, да, и ребенку легче его катить. А преимущество еще также в том, что ребенок развивает самостоятельность на нем, да, вот видите, они сами катятся, их не катит мама там за ручку. Они становятся более уверенными, им приятно от этого. То есть и удовольствие больше, и физическое развитие лучше. А в каком возрасте уже можно покупать именно вот такой вот велосипед, вот беговел? С какого возраста? можно? Вообще беговелы многие рассчитаны на возраст от 1,5 лет, но в 2 года уже смело можно брать и даже не задаваться вопросом. Ага. А как правильно выбирают беговел? Вот из чего нужно исходить, вот выбор? Беговелы также бывают разные, бывают легкие, бывают тяжелые. Исходить, конечно, важно из веса. Да? Чем легче беговел, тем лучше, да? Да, тем легче ребенку с ним справляться, тем меньше он устает. Соответственно, это во-первых. Во-вторых, исходить нужно из его конструкции. Да? Тут вот все беговелы такой конструкции очень удобные. Когда вот, например, вот бездорожье, бордюры, да, вот. Вот они, видите, как они очень похожи на взрослый велосипед, это детям очень нравится. Также нужно у продавца спрашивать гарантию, потому что частенько беговелы бывают такие вот, ну, не всегда качественно изготовлены, да. Не дай бог переломится рама, вот не с кого спрашивать, поэтому гарантия обязательно нужна. А нужно ли обращать внимание вот при покупке на седло, на руль, на колеса? Вот обязательно, да. Вот, что касается колес, если ребенок маленький еще, да, ему меньше 2 лет или там только-только 2 исполнилось, лучше брать полимерные колеса, вот как у Ники, да, вот беговел с полимерными колесами, потому что они легче. На руль также нужно обращать внимание, чтобы он регулировался,
чтобы он регулировался, вот, ребенок растет, и беговела может хватить надолго, если его правильно подобрать. А Также до какого возраста, кстати, можно? Когда? большинство беговелов рассчитано на возраст до 5 лет включительно, кто-то катается до 6, это зависит от того, как растет ребенок. А есть беговелы, там несколько марок, которые изготавливают беговелы для детей постарше и даже для взрослых. А удобно ли вот с такого велосипеда переходить на обычный вот двухколесный с педалями детям? Ну, конечно, всегда есть как бы трудности, потому что большинство велосипедов, да, уже полноценных с педалями, они существенно тяжелее беговелов, да. Но, тем не менее, дети после беговела очень легко переходят на велосипед. Мы и в прошлом году наблюдали, да, вот мы с многими родителями общаемся, у кого дети беговелисты, и потом на велосипед сели. И в этом году тоже точно так же, вот у нас вот уже недавно 2 случая было, что дети буквально вот неделю, кто-то 2 раза покатался, все уже 8-килограммовый велик, после 3-килограммового беговела вообще без проблем. Без проблем. Да. Я вижу, вот все ребята, да, носят защитную экипировку. Валера, правда, ее снял, жарко, видимо, да. Вот, обязательно ли эта экипировка? И кроме шлема, что еще нужно вот, приобрести родителям? Да, вот вы правильно отметили, что шлем обязателен, потому что мало ли что, да, голова у нас одна. Вот, это самое ценное, это как бы здоровье и жизнь ребенка. Еще обратила бы внимание на перчатки, потому что дети, ну, инстинкт срабатывает, да, у детишек, когда они падают. Ну, чтобы не пораниться ладошкой. Да, чтобы не пораниться, просто это же может еще отвратить как бы вот от активной игры, да, желание, если ребенок ну, там повредится, у кого-то. А что касается защиты коленей и локтей, ее можно купить, она не всегда обязательна, но в принципе по желанию, да. Ну, я еще знаю, что Федерация велосипедного спорта Якутии проводит соревнования даже среди таких малышей на беговелах. Вот в этом году уже проводили подобные соревнования или планируете только? Проводили одно, да, у нас было в марте соревнование в помещении. Очень много ребятишек пришло, порядка 50, если не соврать. И планируется в ближайшее время в июне у нас соревнования, да, вот от Федерации. Уже на открытом воздухе, наверное, да? Верно, да, мы планируем на площади Победы их провести. Уже согласование идет. И далее у нас в сентябре на День города и в ноябре в помещении. Вот ближайшее, которое будет в июне, да, на площади Победы, да, какую дистанцию должны преодолеть малыши? Малыши преодолевают дистанцию примерно от 80 где-то до 200 метров в зависимости от возраста. У нас есть такая категория возрастная от 1 года. Там детишки еще совсем не смышленые, и у них, конечно, совсем крохотная дистанция, там, может, метров 20-30, ну, совсем малюсенькая. А постарше дети, вот они уже там 200 метров, да? Да, они могут преодолевать, некоторым даже мало, они там после финиша еще там забегают. Какой вот возраст участвует, вот, поскольку вы уже не первый год, да, проводите подобные вот мероприятия? С 2 лет, наверное, до какого возраста принимают участие? С года до 5 лет включительно. Ага. Вот как дети сами ощущают себя в этих соревнованиях? Они понимают, да, им нравится это? Ну, частенько вот год точно не понимают, да, то есть там и родители с ними рядом, они там их подталкивают и так далее. А в 2 года раз на раз не приходится, как правило, дети еще не смышленые. В 3 года у них что-то включаются, ага, соревнования, надо поехать побыстрее, быстрее. Вот. И дальше уже начинаются серьезные гонки, 4-5-летки показывают такие-то чудеса на виражах, прям засмотреться можно. Здорово. А, кстати, вот вы говорили, да, про помощь родителям. Можно ли на соревнованиях помогать, вот, подталкивать или поддерживать? Вот? Подталкивать нельзя, кроме этой категории годовасиков. Малыши Вот, совсем, да. да? Они потому что не понимают их, да, их они могут подталкивать. 2-летки, ну, мы стараемся, конечно, не разрешать, но бывают случаи разные. Вот. А старше 2 уже точно нету. Дети уже сознательные, они должны все понимать. Я, кстати говоря, когда вот готовилась к сегодняшнему эфиру, видео посмотрела прошлогодних вот ваших заездов на беговелах. Во время репетиции один там мальчик проявлял активность, он был быстрее всех. А вот когда объявили старт, он почему-то взял, остановился, и все. Вот как часто вот такие ситуации бывают на соревнованиях? Такие ситуации бывают. И в каком возрасте такое может быть? Это может быть абсолютно в любом возрасте, но они бывают, но не сказала бы, что прям часто. Основная масса ребятишек все-таки едет в свой заезд. Кто-то даже уставший, вялый, но тем не Все менее равно он едут, едет, да? Просто на детях очень много факторов сказывается. Во-первых, они могут прийти слишком рано, ребенок устал. Во-вторых, ребенок мог тренировочный заезд воспринять как настоящий и выгореть уже там. Все, потом ему неинтересно. Много еще факторов. Что ж, огромное спасибо, Анна, за участие в нашей программе, за то, что пришли к нам на проспект Весна. Мы устроили такой маленький заезд на беговелах. Телезрители наверняка уже увидели, что есть такое беговел, и, возможно, приобретят его своим ребенкам, своим детям. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Завтра смотрите моих коллег на проспекте Весна.